Видите, пока я стараюсь без белил, иногда даже я однажды экспериментировал, то, что пытался написать зимний пейзаж на чистом холсте, естественно, да, без белил. И получилась очень интересная эффектная вещь. То есть, когда писал, я писал дрессировочно. А потом, когда мне надо было, я просто где-то пененом, разбавителем убирал лишнее. И получилось очень интересное состояние. То есть я хочу сказать, что можно писать. Но это, в общем-то, не нужно экспериментировать, но для себя было интересно. Так что спокойно можете пробовать разными материалами, акварель, гуашь. Конечно, если качественные, потому что здесь очень хочется сказать, что если у вас некачественный материал, то, к сожалению, вы не получите того наслаждения, которое должно быть у вас. То есть вы будете мучиться, потому что есть разные качества цвета, того же красный, есть теплый, есть холодный, есть, ну вот я пишу и российскими, но вот бывает, что вот и английские краски иногда попадают, но это очень редко. Наши российские краски вполне очень даже симпатичные, хорошие по качеству. Не рекламирую, но говорю, что да, можно работать. Еще раз говорю, для чего? Для того, чтобы вы сами получили просто удовольствие от того, что вы делаете. Я очень рад, что, вот, положим, есть люди, которые, ну, скажем, занимаются другой профессией, положим, рабочие, но очень, ну, мечтал в детстве быть художником, да, но не получилось. Но мечта же должна как-то осуществиться. Человек должен просто купить краски, купить холст, кисточки и дома начать писать. И не бояться того, что получится, не получится, об этом не надо думать. Вот. За это даже советую, если есть качественный, положим, у вас iPhone, там, смартфон, вы снимаете, а дома нет возможности, вот я снимаю, положим, пейзаж, конечно, я пишу этюды, именно на пленэре, именно вы можете очень точно взять цвет, но здесь вот ваше, скажем, определенное видение, то есть, ну, разные художники по-разному, да, принимают и воспринимают природу. Был такой художник Айвазовский, который никогда не писал с натуры, но у него была уникальная память. Есть такие художники, которые воспринимают очень точно, скажем, вот он посмотрел, закрыл глаза и уже увидит в мастерской вот это состояние. Он воспринимал и очень точно, кстати, физику волны. Вот так писать, чтобы очень точно воспроизводить, но это редкий талант. Причем он очень интересно, в Феодосии у него мастерская была, я был в этой мастерской, где чистая мастерская без всяких холстов. Именно для чего? Для того, чтобы он уходил в состояние какого-то транса, медитации и очень точно воспроизводил то, что он видел. Так что был один момент, когда он с одним художником ходили по берегу, и тот художник, ой, говорит, я сейчас хочу написать, давайте нарисовать. Он нарисовал небольшим карандашный рисуночек, сделал, но писать не стал. Но дома он очень точно воспроизвел то, что видел. Это уникально. Это тоже можно в себе формировать и как бы пытаться вот такой памятью уже как бы владеть. Потому что это все, тренировка памяти, она очень полезна. Пишу пока только теплыми, да, вот пишу только теплыми цветами, где-то практически